Я думаю, что, конечно же, читатель, наш постоянный читатель, зритель, слушатель уже знает, потому что на протяжении нескольких дней до этой даты, до сегодняшнего дня, мы говорили о том, что вот как раз сегодня, 13 ноября, Мустафе Джемилеву исполняется 75 лет. У лидера крымских татар сегодня юбилей. Собственно, вот сейчас здесь мы находимся в центре Киева, в официальном зале для торжеств Киевской городадминистрации. И сейчас, как вы видите, сцена за моей спиной, здесь будет очень важное мероприятие. Дело в том, что все желающие поздравить Мустафу Джемилева с таким юбилеем, с таким важным днем рождения, они приходят сюда с подарками, со своими поздравлениями. И, собственно, здесь непосредственно будет и сам Мустафа Джемилев. Уже через несколько минут начнется официальная часть. И важно сказать, что между поздравлениями от известных, я думаю, что вам, крымскому зрителю, между поздравлениями от известных людей, здесь также будут выступления крымских, крымско-татарских звезд. И на этой сцене также будет певица Джамала. Ну и мы видим, как люди понемногу собираются. И я думаю, что перед тем, как начнется официальная часть, мы успеем пообщаться с гостями этого мероприятия, с теми, кто пришел поздравить Мустафу Джемилева с 75-летием. Важно отметить, что если вдруг для вас еще не так знакома эта историческая и легендарная личность, вы всегда можете прийти на сайт Крым Реалии, потому что за последние дни у нас невероятное количество публикаций, невероятное количество исторической информации, биографической информации об этом человеке. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения, вы чувствуете, что у вас есть недостаток информации об этой личности, то welcome, добро пожаловать на сайт Крым Реалии. И я думаю, что прочитав хотя бы несколько публикаций на нашем сайте и не имея до этого никакой вот информации об этом человеке, вы точно поймете, почему мы решили проводить сегодня эту видеотрансляцию. Ну, сейчас мы просто видим бэкстейдж, как все готовится к официальной части, и уже подходим к нашим первым спикерам нашего стрима. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Это все наши спикеры, все спикеры Крым Реалии, которых вы увидите непосредственно на нашем сайте. Вот Владимир Павлович Казарин, давайте с вами, вы уже так по порядку, с вами начнем. Ректор ТНУ. Вы сегодня пришли поздравить Мустафу Джемилева. Не только поздравить, мы сегодня хотим выразить волю Таврического университета. Мы сегодня будем вручать ему диплом почетного профессора Таврического национального университета имени Вернадского. Я всегда об этом говорил. У нас много друзей, у нас много помощников, и все мы осознаем, что самый большой вклад в становление Таврического университета в Киеве, в его переезд в Киев, внес именно Мустафа Джемилев, который в самые трудные моменты университета вставал и шел к президенту решать одни вопросы, вставал и шел к Гройсману, до этого к Кицунюку решать эти вопросы. Надо сказать, что вот та энергия и сила, с которой он защищал нас, она помогала нам преодолевать препятствия. Мы безмерно ему благодарны. И с нашей стороны вот эта акция, это выражение нашего глубочайшего уважения к нему. Мы практически первыми узнали о такой новости, да? Но когда будет открытая публичная лекция Мустафи Джемилева в ТНУ, вы нас обязательно пригласите. Да, он у нас зовет число. Он у нас бывал уже несколько раз. Студенты с ним общались и рады общаться. Но вот в новом качестве, я думаю, что он в своем плотном графике найдет время и придет к нам в университет. Супер. Спасибо вам огромное. Это был Владимир Казарин, ректор ТНУ. Ну и дальше вы также все знакомые лица. Если вы постоянный наш читатель, зритель, слушатель, здесь очень много именно спикеров наших, крымчан, которые так или иначе выступают на нашем сайте или в наших эфирах. Ну вот я на самом деле, даже уже глаза разбегаются, не знаю, к кому именно подойти. Господа, я прошу прощения, я перебью ваш разговор, но раз уж так получилось, что мы здесь встретились, вот несколько слов. Что вы сегодня хотите пожелать? Может быть, вы уже общались с Мустафой Ага, или, может быть, вы хотите сегодня сказать какие-то вот главные пожелания от вас в его юбилей?
Ну, главное пожелание у нас одно, как у всех крымчан, встретить его следующий день рождения в Бахчисарае, да, чтобы это произошло как можно быстрее, и его клятву, которую он дал, да, дожить до освобождения Крыма, чтобы она произошла как можно быстрее, а он жил после этого в Крыму еще очень и очень долго. Спасибо большое. Вы уже общались сегодня с Мустафой Джемилевым? Еще нет. Нам очень повезло. Крымско-татарскому народу на самом деле очень повезло, что Всевышний нам подарил такого человека. Поэтому я хочу пожелать ему прежде всего здоровья. И, надеюсь, хочу присоединиться к словам Андрея. Следующий день рождения в Бахчисарае. Вся эта компания дружно поедет в Бахчисарай для того, чтобы отметить следующий день рождения Мустафы Джемилева. Вы уже общались сегодня? СМС-ку писали, возможно, потому что Мустафа Джемилев, он есть, я напомню, везде. Он есть в Инстаграме, в Фейсбуке. Ему можно написать, также поздравить. Или вы лично решили это сделать? Я решила сделать это лично. Вчера я общалась с супругой Мустафы Ага, Сафинар Ханун, и заранее поздравила ее с именинником. Вот. Что я хотела бы пожелать? Для меня Мустафа Ага – это человек, который вернул народ на родину. Это колоссальный, беспрецедентный случай, когда в столь короткий срок, ненасильственными методами народ-изгнанник не просто вернулся на родину, но вернулся совершенно в другом состоянии, консолидированный, возродив свои традиции, свои политические институты, модернизировавшись. И сейчас, в силу той трагедии, которая случилась, я хочу пожелать вернуть народу родину. И, безусловно, в следующем году, я в это верю, в Бахчисарае. Спасибо большое за ваши слова. Ну, действительно, уже через несколько минут начнется официальная часть. Мы видим, как гости приходят. Прекрасно. Гости приходят и хотят поздравить. Вот Ильмеха, здравствуйте. Ильми Умеров также, конечно же, здесь на праздновании. Ждем, где наш оператор. Вот этот стрим Крым Реалии. Мы хотим показать, что же здесь происходит до официальной части. Скажите, вы сегодня уже общались с Мустафой Ага, уже поздравляли его или приберегли все поздравления для этого мероприятия? Приберег для мероприятия. Главное пожелание. Главное пожелание – здоровья, терпения. И чтобы он исполнил свое обещание, обязательно дожил до того, когда Крым вернется, и он вернется в Крым. Сколько лет вашей дружбе, вашему знакомству с Мустафой Джемилевым? Где вы познакомились? Я думаю, что лет 29. В 89 году мы познакомились. Уже в Крыму? В Узбекистане. Мы приехали в Узбекистан на какое-то мероприятие, 2 человека из Крыма. Да, наверное, где-то так. А вы помните ваши первые впечатления от знакомства с Мустафой Джемилевым? И какие они были? То есть вы сразу приняли и поняли этого человека? Или он для вас остался загадкой? Или, может быть, вы даже не помните, как произошла первая встреча? Я очень хорошо помню, и очень хороший вопрос у вас получился. Потому что, несмотря на то, что я Мустафу знал как легенду, при первой встрече я его не узнал. Мы сидели рано утром, это было в совхозе Пахта у Ниязи Селимова дома, и пришел какой-то человек, начал с нами общаться по поводу завтрашнего мероприятия, на которое мы приехали. И когда он достал из кармана лист бумаги, на котором напечатан проект решения, который мы должны были обсудить и принять, я только тогда, минут через 30 после начала общения, понял, что передо мной Мустафа Джемилев. Вот так вот произошла первая встреча, да? Через 30 минут только поняли, что это он, да? То есть он такой простой, обычный, в джинсах, фланелевой рубашке. Я Мустафу представлял солидным, большим, а он оказался обычный, как все мы.
Ну, сейчас уже времена изменились. Сейчас, по-моему, Мустафу Ага никто не видел в джинсах, он постоянно в костюме, даже дома, как рассказывают, на каких-то личных встречах, любое время, вечером поздно или днем, неважно, он всегда в костюме. Где-то сейчас, вот, может быть, вы как больше общаетесь, может быть, видите его в джинсах сейчас в последнее время, или такого уже не бывает? Нет, в последнее время у него даже случайные встречи – это часть его работы, часть его жизни. Поэтому все официально и вот так вот торжественно. Сегодня очень много людей мы сейчас видим, они приходят и приходят. Важно, я так понимаю, что многие приехали из Крыма. Непосредственно на днях была конференция Курултая. И вот сейчас люди, которые приехали из Крыма, непосредственно здесь также присутствуют. Правильно ли я понимаю? Да, из Крыма, если я не ошибаюсь, человек 150 будут присутствовать сейчас на этом мероприятии. Это почти половина зала. Это очень важный момент также. Наверное, и конференцию Курултая как-то это специально так получилось, что в похожие даты? Случайно вышло? Это не специально, это так подошло. Мы хотели делать 27 числа, но потом, когда объявили Курултай мусульман в Крыму, мы решили не делать в один день, чтобы потом никто их не связывал какими-то политическими заявлениями там, и так далее. Поэтому мы решили передвинуть, и передвинулось на 12 ноября. Спасибо вам большое. Ильми Умеров в нашем эфире также и поделился такими воспоминаниями интересными о своей первой встрече с Мустафой Джемилевым. Мы просто сейчас находимся, вот действительно, здравствуйте, в бэкстейдж. Приготовление последнее перед официальным мероприятием также происходит. И на самом деле тут очень важный момент в воспоминании, потому что времени прошло очень много. По-прежнему Мустафа Джемилев, 75 лет ему сегодня исполняется, он остается лидером, наставником для тысяч и тысяч людей. На сайте Крым Реалии, кстати, недавно вышел опрос из Крыма, где люди говорят о том, кто такой для них Мустафа Джемилев. Мы знаем о том, что российская власть в Крыму, она сегодня всячески препятствует деятельности Меджлиса. Уже несколько лет, как Меджлис крымско-татарского народа в Крыму объявлен незаконной организацией. Мы знаем также, что и сам Мустафа Джемилев, и многие лидеры Меджлиса, они также находятся под запретом. То есть российская пропаганда в Крыму, российская власть в Крыму, она просто запрещает всячески как-то относиться к этим людям по их заслугам. На сайте Крым Реалии как раз вы можете найти материалы биографические, исторические о Мустафе Джемилеве. Это прекрасные материалы Гульнары Бекировой, которые вот сейчас этими днями, уже 4-я часть сегодня была опубликована, вышли. Если у вас есть вопросы, если вы не понимаете, возможно, кто такой этот человек, почему так много внимания ему уделяют, судя по вашим комментариям, иногда я понимаю, что вы читаете какие-то СМИ, которые пишут не то чтобы не совсем правду, а которые пишут откровенную ложь. Поэтому, пожалуйста, заходите на сайт Крым Реалии, очень много публикаций, вы можете ознакомиться с историческими и биографическими фактами из жизни Мустафы Джемилева. Ну и мы уже видим, как буквально на наших глазах зал наполняется, много людей. Сейчас здесь, я напомню, что мы находимся в центре Киева. Это зал официальной киевской городской администрации. Красивый торжественный зал, где будет официальная торжественная программа. Сюда пришли все желающие поздравить Мустафу Джемилева. Ильми Умеров рассказал нам, что 150 человек, которые приехали из Крыма на конференцию Курултая, которая прошла в понедельник, что, конечно же, все эти люди, они сегодня также пришли сюда поздравить Мустафу Джемилева. И на самом деле важно, что будет и концертная программа. Между поздравлениями будут выступать известные исполнители, и крымско-татарские в том числе. Будет всем известно здесь Джамала также выступать. И мы это все вам покажем. Я буду очень сильно стараться следить за вашими также комментариями. Возможно, мои коллеги какие-то вопросы от вас, если у вас есть вопросы спикерам, мне передадут, и мы их озвучим непосредственно перед спикерами. Ну и сейчас хотелось бы несколько слов задать. Евгения Горюнова здесь спряталась от нас, но мы вас найдем и здесь. Можно?
Да, Евгения Горюнова, крымский политолог. Вы часто, сейчас мы как-то подойдем, да, от солнца. Вы знаете, я думаю, и голос, и стиль написания Евгения, если вы читаете сайт Крым Реалии, слушаете эфиры радио Крым Реалии. Ну, как есть. Вы сегодня пришли сюда не одна, а со студентами ТНУ. Да, безусловно, со своими студентами, историками, политологами, культурологами, то есть студентами разных направлений, разных специальностей, которые пришли сюда для того, чтобы прежде всего поздравить Мустафу Джемилева с юбилеем, для того, чтобы, это очень важное событие в жизни вообще не только крымско-татарского народа, не только крымчан, но и в жизни всей Украины, потому что Мустафу Джемилева можно действительно считать, наверное, одним из той великой плеяды диссидентов, да, которая, к сожалению, потихонечку вот уже уходит, но надеемся, что он будет еще долго с нами, и он еще сможет сделать очень много и для Крыма, и для Украины. Скажите по секрету нам и всем зрителям сейчас этого прямого эфира Крым Реалии, вы же как раз с молодым поколением, вот с этими вот юношами и юными девушками общаетесь. Вот честно, первый курс, студенты, которые и из Крыма приезжают, и из других регионов Украины поступают, они знают, кто такой Мустафа Джемилев? Знают ли они что-то о борьбе крымско-татарского народа в Крыму? О том, какой она была, и о том, какая она вот сейчас, современная борьба? Что-то знают, да. То есть они знают, во-первых, они знают, кто такой Мустафа Джемилев. Они знают определенные, конечно, вещи, да, такие какие-то, может быть, небольшой фактаж о том, что было и как крымские татары боролись за возвращение в Крым, и как они боролись за обустройство и так далее, да, на территории полуострова. Но, безусловно, все остальное – это наша задача – рассказать им и научить их тому, что они должны действительно знать о борьбе крымских татар и вообще о будущем Крыма в данном случае, да, в контексте деоккупации Крыма, ну и всех составляющих этого процесса. Спасибо большое. Евгения Горюнова со своими студентами тоже здесь находится, тоже ждет официальной части, когда же начнется поздравление Мустафы Джемилева. Здесь будет также, как я сказала, концертная программа. Но самое главное, что здесь сегодня происходит, это благотворительная акция. Здесь идет сбор средств в помощь детям, крымско-татарским детям, крымским детям, которые сегодня остались. То есть вот мы писали также об этом на нашем сайте. Есть уже такая крымская детская сотня. И этих детей уже больше, чем 100 на самом деле. Это дети тех крымско-татарских активистов или обычных людей, которые сегодня оказались заложниками политической ситуации в Крыму, которые сегодня оказались за решеткой, против которых открыты дела, но украинская власть, международная общественность называет эти дела политическими. И, собственно, семьи остались без своих кормильцев во многом. Именно поэтому сегодня не только день рождения Мустафы Джемилева, когда все приносят свои какие-то подарки, мы здесь видим цветы есть. Вот цветы иногда встречаются. Сюда люди приглашены для того, чтобы почтить лидера крымско-татарского народа, но в то же время принять участие в благотворительной акции в поддержку крымских детей политзаключенных. Ну и, собственно, я сейчас смотрю, с кем же мы еще можем пообщаться. Где-то я видела Рифата Чубарова. Давайте мы сейчас выйдем опять к сцене, пока она не занята официальной частью, которая вот начнется уже буквально через несколько минут. Мы видим, что людей уже, правда, очень-очень много. Здравствуйте. Ой, разрешите пройти. Платный проход, да? Как так? Не может быть. Видите, у всех хорошее настроение, все шутят. И, собственно, мы сейчас, я думаю, что должны как-то поймать возможного. Вот мы видим Рифат Чубаров, мы, знаете, так бегаем за спикерами, потому что все, кто участвует в организации этого мероприятия, они, конечно же, заняты, это понятно, но и вот уже буквально, вот на часах смотрю, 14:19, официальная часть скоро начнется. Очевидно, людей в зале действительно все больше и больше, пустых мест практически нет. Ну и напомню, что сегодня день рождения Мустафы Джемилева. Ему исполнилось 75 лет. И это официальное мероприятие, куда люди приходят его поздравить, также принять участие в благотворительной акции в помощь детям политзаключенных. Да, Рифат ага, здравствуйте. Да-да-да, хорошо. Вот видите, сейчас, наверное, все начинается. Не могут уделить время нам. Мы будем вам показывать все, что будет происходить на этой сцене. Здесь будут поздравления от многих и многих людей, которые приехали и из Крыма в том числе.
Ожидается очень много высокопоставленных гостей, и на самом деле тут также будут еще музыкальные номера и звездой практически. Это я так уже по-своему. Я весь список, конечно, не видела, но я услышала, что будет Джамала здесь также выступать, и это очень даже немаловажно. Мы находимся в центре Киева, зал Киевской государственной администрации. Вот мы вчера уже говорили, начинали в наших эфирах радио Крым Реалии говорить о Мустафе Джамилеве, и те комментарии, которые встречались вот под прямой трансляцией, они меня немного, скажем так, шокировали. Поэтому я еще раз напоминаю, если у вас недостаток информации об этом человеке, то, пожалуйста, welcome, заходите на сайт Крым Реалии. Я только отмечу, что лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев один из самых знаменитых советских диссидентов. Борьба Джамилева за права крымско-татарского народа длилась десятилетиями, и самое печальное, конечно, в этом, что она еще не закончилась. Советские власти судили его 7 раз, и он пробыл в заключении около 15 лет. И, собственно, во время отбывания одного из заключений он голодал 303 дня. Этот протест считают самым длительным в истории, и на самом деле сегодня в Крым Мустафа Джамилев пока что вернуться не может, потому что деятельность и Меджлиса крымско-татарского народа, и лидеров Меджлиса в Крыму находится под запретом. Российская власть так решила. Также подробности этого всего, я думаю, что вы тоже можете найти на сайте Крым Реалии. Наш ресурс освещает эти события в том числе. Ну, а мы находимся просто в центре города, и мы уже видим вот супруга Мустафы Джамилева. Пришла Сафинар, давайте поприветствуем и зададим несколько... Здравствуйте, здравствуйте. Крым Реалии, мы ведем прямую трансляцию. Поздравляем вас с именинником. Мы уже видели кадры, как вы его сегодня поздравляли. Что вы пожелали лично? Мы пожелали, сейчас, как и все крымчане, пожелали бы скорейшего возвращения на родину и скорее очутиться у себя дома и праздновать свой День свободы на площади в Крыму. Да, мы уже слышали о том, что уже в Бахчисарае люди хотят следующий день рождения отмечать. Все вместе приехать в такой же компании и встретить день рождения в Бахчисарае. У всех одна боль, у всех одни страдания. И вот и сегодня, что бы мы ни делали, мы хоть немножко приукрасить вот эту боль в его сердце. Потому что пока мы не вернем Крым, я думаю, никому не будет покоя. Расскажите такую подробность. Были ли свечи на торте Мустафы Джамилева? Задувал ли он свечи? Нет, это принесли дети, и они свечей не было, но торт был в форме флага, и там было написано: Мустафа, поздравляем с днем рождения. Дети подарили. Сегодня пели, танцевали, да. Как отреагировал Мустафа Ага на такие поздравления? Он человек благодарный, и всегда у него в глазах, если ему делают приятно, всегда радость. Все было прекрасно. Сегодня целый день мероприятий, целый день празднований. Здесь официальная часть с концертом. Вечером также будет праздник. Это будет ресторан или что? Это будет в гостинице «Хаят», будет фуршет. Все наши друзья придут поднять чарочку шампанского за здравие его. Прекрасно. Спасибо вам большое за то, что поучаствовали в нашем прямом эфире. Все происходит вот так вот. И Сафинар Ханум в нашем эфире также. Хорошего вам дня сегодня. Спасибо вам за работу. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам. Не было бы Мустафы Ага, не было бы вашей семьи, таких примеров для нас не было бы нам что показывать в том числе. Я также напомню, что на сайте Крым Реалии очень много материалов вышло о биографических, исторических, о том, кто такой Мустафа Джамилев,
И вот Гульнара Бекирова на много материалов также написала. Если бы коротко, потому что многие, на самом деле, к сожалению, читая только какие-то пропагандистские СМИ, даже не СМИ, это тяжело назвать СМИ, они не знают, кто такой Мустафа Ага, или вообще владеют какой-то непонятной информацией о его личности. 3 факта главных, которые бы вот новичкам, скажем так, порекомендовали, или тем, кто... О, Мустафа Ага пришел. Ну что, в эти минуты началась официальная уже часть. Вы все видели, именинник Мустафа Джемилев, он пришел. Наконец-то и дождались его все присутствующие, зал полон. Я напомню, что это не просто день рождения, куда смогли прийти все желающие, это еще и благотворительная акция. Здесь сейчас осуществляется сбор средств для детей крымских политзаключенных. Это крымская детская сотня, уже больше, чем 100 человек. Это дети, которые остались без отцов, потому что отцы отбывают наказание и находятся под судом от российской власти Крыма, от российской власти, которая запрещает деятельность меджлиса крымско-татарского народа и деятельность даже лидеров меджлиса в том числе. Мы сейчас видим, как много людей собралось, что многие приехали из Крыма непосредственно и для этого мероприятия. Также на днях также состоялась конференция Курултая крымско-татарского народа, но это было вот вчера буквально, да, и сегодня уже все собрались в центре Киева, в официальном зале Киевской город-администрации, в торжественном месте для того, чтобы поздравить Мустафу Джемилева с 75-летием. Здесь будут и поздравления, и концерты, и разные слова. Нам удалось просто увидеть, как Мустафа Ага заходит в этот зал, как его начинают приветствовать люди. И, собственно, сейчас мы видим, что он уже в первом ряду сидит рядом со своей супругой, рядом с членами меджлиса крымско-татарского народа. И сейчас начинается официальная часть.
многие лица, многие знакомые лица вы здесь увидите. Если вы являетесь постоянным читателем и зрителем Крым Реалий, нашего ресурса, а также слушателем, здесь сегодня все. Возможно, даже будет президент Украины. Мы знаем, что Мустафа Джемилев является также, собственно, представителем президента Украины по правам человека. И вот здесь сегодня мы видим много и политиков, и активистов, и известных людей, и крымчан, которые вынуждены были в 2014 году переехать из Крыма и остаться в Киеве или в других украинских городах. Сегодня здесь собрались многие, это правда. И на самом деле важно сказать, что люди не просто пришли поздравить, конечно же, в первую очередь они пришли поздравить Мустафу Джемилева с днем рождения, но также Вовочка, давай, наш оператор Вова Паутов, кстати, меня зовут Катя Негреча, мы сейчас вам покажем, что же здесь происходит. Вот какой баннер, какой стенд встречает всех, кто пришел поздравить Мустафу Джемилева с днем рождения. Это благотворительная акция прежде всего. Здесь есть реквизиты, как можно помочь детям, маленьким деткам, разным, да, абсолютно истории этих детей есть на сайте Крым Реалии в том числе. Поэтому сюда люди приходят вот с таким подарком. Они принимают участие в благотворительности. Официальная часть началась, все происходит на крымско-татарском языке, и мы уже видим, что вот есть дети в костюмах, они будут танцевать здесь, и на самом деле видим, что люди уже с планшетами, вооружились планшетами, фотоаппаратами, всем, чтобы зафиксировать происходящее на сцене. Вот юные звездочки. Выступать будете? Да. А что будете танцевать? Харам-Гузель-Легэ, танец. Класс. Один танец? Наверное. Ну, мы один. Кто такой Мустафа Джемилев? Да? Ну, это... Ну, известный человек очень. Он пережил многое. Он помог всем крымским татарам. Да. Спасибо тебе большое, хорошего вам выступления. Официальная часть началась, давайте посмотрим, послушаем. Будет и крымско-татарский язык, и украинский язык, поэтому внимание. Мустафа Джемилев, сын Крыма, серлевалы фильма, İsmail Gasparalı adını taşıyan Geostratejik İnstitütü ve Amerika Koşma Ştatlarının Ukrayna'daki elçiliği tarafından yapıldı. Про Мустафу Джемілєва дійсно можна казати і розмовляти годинами, але сьогодні ми почнемо наш урочистий захід із відео. Із відео про надзвичайну людину, яке було підготовлено і підтримано Посольством США в Україні і Інститутом геостратегії імені Гаспринського. Будь ласка, запрошуємо вас до перегляду. Evet, bütün dikkat ekranımızda. Buyurunuz. Мустафа Джемілєв. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Мустафа Джемілєв – найвідоміший у світі кримський татар сьогодення. Лідер свого народу і один із визнаних моральних авторитетів сучасної України. Він обрав свій неймовірно складний шлях усвідомлення. Його дитинство – насильницька депортація, тяжкий режим спецпосилень, голод та приниження. З юності він почав боротьбу за свій народ. 15 років життя провів у радянських політичних таборах. За його плечима найдовша історія голодування протесту – 303 дні. В кінці 1980-х Мустафа Джемілєв очолив боротьбу за національне відродження кримсько-татарського народу вже на історичній батьківщині в Криму. Розповіді про Крим замінили йому дитячі казки.
Все його життя і всі його ідеї були пов'язані із мрією про повернення на батьківщину. У большинства крымских татар они формировались вообще мировоззрение в семье. И поэтому вот эта вот советская пропаганда, она не как-то очень не действовала. Я вот помню, еще рассказывал, это как был воспринят, скажем, смерть Сталина в 1953 году, когда все рыдали, в истерику бросались, и крымские татары посмеивались. Хоча офіційна радянська пропаганда робила все, щоб кримські татари забули навіть слово «Крим», у кожній кримсько-татарській сім'ї знали про трагедію вигнання. Тема Крыма, она всегда присутствовала у нас, особенно когда гости приходили, они рассказывали друг другу. Больше всего, конечно, эпизодов связаны с депортацией, но затрагивались и темы еще до депортации, времен війни гражданської. В кінці 1961 року молодий робочий Ташкентського авіаційного заводу Мустафа Джемілєв приймає участь у діяльності молодіжної організації «Союз кримсько-татарської молоді». Навесні 1962 року організація була розігнана владою. Заарештовані її активні учасники Марат Омеров та Сеїд Амза Умеров. В цьому ж році Мустафа поступив на навчання в Ташкентський інститут інженерів з іригації та меліорації сільського господарства, звідки був виключений в 1965 році за наказом КДБ СРСР. В 1966 году меня исключали из университета, из института ирригационного. Одним из аргументов, это вот выступал комсорг института, он говорил, во всем нашем вузе единственный человек, который категорически отказался вступить в комсомол, это Мустафа Джемилев. Вот это был аргумент в пользу того, что мне надо вообще гнать эту историю. Хотя были другие. Там основной мотив был задан КГБ, они там прислали бумагу о том, что я собираю там, студентов, на йорты устраиваем, и там обсуждаем политику КПСС, советского правительства, антисоветских позиций, националистических позиций. И мудрое решение коммунистической партии и нашего родного правительства переселить татар из Крыма в Среднюю Азию называют незаконным актом геноцида. Вперше Мустафу Джемілєва засудили на 1,5 року позбавлення свободи у зв'язку з його відмовою служити в радянській армії за політичними мотивами. Первый процесс за отказ от службы советской армии, они же как исключили меня из института как неблагонадежного и сразу хотели в армию отправить. Ну, в армию, понятное дело, но они, видимо, готовили еще провокации, какое-то дело, что там же легче, а там народа нет, свидетелей нет. И когда я пришел в военкомат, я говорю, слушайте, я что-то не понимаю логику советской власти. Как неблагонадежно, я не могу учиться в институте, а вот этому неблагонадежному хотите в руки автомат дать. Как же так? У травні 1969 року разом з іншими правозахисниками Мустафа Джемілєв став засновником першої в СРСР незалежної громадянської асоціації – ініціативної групи захисту прав людини в СРСР. А через 4 місяці Мустафу заарештували. Процес по звинуваченню Мустафи Джемілєва та Іллі Габая у виготовленні і розповсюдженні документів, що містять наклеп на радянський державний і суспільний лад, проходив в Ташкентському міському суді в січні 1970-го. У справі фігурували документи на захист кримських татар. Обидва підсудних винними себе не визнали. Джемілєв був засуджений на 3 роки табору суворого режиму. Габай – на 3 роки табору загального режиму. Мустафа Джемілєв звільнився з ув'язнення у вересні 1972 року і, як той, що не став на шлях виправлення, проживав під гласним адміністративним наглядом в Гулістані. Оскільки він продовжував активну участь в національному русі, незабаром пішли нові репресії. У червні 1974-го він був заарештований. Вирок – рік позбавлення волі в таборах суворого режиму в Омській області. За 3 дні до закінчення терміну проти нього було порушено нову кримінальну справу за звинувачення у складанні документів, що ганьблять радянський лад і проведенні антидержавної пропаганди серед ув'язнених.
В знак протесту проти свавілля влади і тюремної адміністрації Мустафа Джемілєв оголосив голодування, яке тривало 303 дні при примусовому годуванні через зону. Яка ж була мета настільки героїчного протесту? И главное, коль скоро я держу голодовку, и будут говорить о моей голодовке, то, естественно, будут говорить о крымско-татарской проблематике. Когда Мустафу судили, он 10 месяцев голодовку держал, и в апреле, по-моему, там начался суд, и приехал Андрей. Мы с Ташкента полетели, группа людей, с матерью, братьями, сестрами, родными. И с Москвы прилетел Андрей Дмитриевич с Еленой Георгиевной Бондар. На второй день начался судебный процесс. Мать пустили, братьев пустили, сестру пустили, а нас никого не пустили. На второй день приговор суда, и ему там сколько, 2,5 года, там он уже сидел сколько времени, и увезли. И я видела, как Андрей Дмитриевич бежал за машиной. Радянський дисидент, член-засновник української хельсінської групи Мирослав Маринович, дізнався про Мустафу в 1970-х, коли Джемілєв був уже живою легендою правозахисного руху в СРСР. Від самого початку це ім'я було пов'язане з героїзмом, було пов'язане з мужністю, такою безапеляційною, без всяких сумнівів. Це був приклад такого героїзму, який, я би навіть вжив це слово спокійний героїзм, отакий впевнений. Знаєте, там не було нічого від емоцій хвилевих, а це був вибір життя. Суд засудив Мустафу Джемілєва до 2,5 років позбавлення волі в таборах суворого режиму. Після звільнення Джемілєв продовжував брати участь в національному русі, за що в лютому 1979-го був заарештований знову, вже в 5-й раз. Вирок – 4 роки заслання в Якутії. Був 1979 рік. Молода кримська татарка Сафінар прочитала в газеті про Мустафу Джемілєва як про махрового антирадянщика. Я работала в школе, была учительницей, очень любила свою работу, очень любила своих детей. И у нас школа была почти татарская. Жили мы в таком месте, где вокруг жили очень много крымских татар. И в газетах время от времени печатали статьи, которые пишут про Мустафу Джемилева. Вот он махровый антисоветчик, но в то же время наши соотечественники все его очень уважали. И про него всегда так шепотом говорили, это были такие времена. Вона зважилася написати Мустафі листа. Скоро прийшла відповідь. Вони стали листуватися, а одного разу Сафінар отримала бандероль, в якій Мустафа надіслав їй касету з турецькою піснею про кохання. Серце Сафінар затріпотіло. Вона стала збиратися до Якутії. Довгою і важкою була ця дорога. І ось уже 38 років вони разом. Перед закінченням терміну, який Мустафа Джемілєв відбував в Магаданській області, проти нього було порушено нову кримінальну справу за сфабрикованим звинуваченням за непокору. На закритому табірному процесі в грудні 1986 року Мустафа Джемілєв був засуджений до 3 років позбавлення волі умовно з 5-річним випробувальним терміном і звільнений із зали суду. Після прибуття в Узбекистан Мустафа Джемілєв відразу ж включився в бурхливу політичну діяльність. У квітні 1987 року на першій всесоюзній нараді представників ініціативних груп Мустафа Джемілєв обраний до числа 16 членів Центральної ініціативної групи Національного руху кримських татар.
У травні 1989 року на базі ініціативних груп засновується організація Кримсько-татарського національного руху. Мустафа Джемілєв обирається її головою. В цьому ж році разом з сім'єю він повертається до Криму і поселяється в Бахчисараї. Рефат Шуваров познайомився з Мустафою Джемілєвим в 1989 році. Але ім'я Мустафи часто звучало в його родині задовго до цього. Наши с ними очень часто говорили про него, и мама говорила, особенно когда мы ездили в Краснодарский край, у меня там жили тети, дяди, и они очень близко контактировали с близкими Мустафа, когда он сидел в тюрьме тоже. Ну, поэтому после этих поездок долго все это обсуждалось в семьях. И, конечно, некий такой ореол мужественного человека по отношению к Мустафа в нашей семье был. У червні 1991 року на скликаному вперше після 1917 року Національному з'їзді кримсько-татарського народу Курултаї Мустафа Джемілєв обирається головою меджлісу кримсько-татарського народу. Згодом делегатами нових скликань Курултаю в ході таємного голосування він повторно обирається на цю посаду. Який Мустафа Джемілєв? Про це можуть розказати люди, які знають його десятиліттями. Ахтем Чейгоз знайомий з Мустафою Джемілєвим близько 30 років. Він називає його не інакше, як своїм другим батьком. У меня есть два отца. Есть отец, который меня пожизненно лечил и вырастил. И есть отец, на которого я ориентируюсь, что я заранее, если я в чем-то сомневаюсь, я сразу вспоминаю там примеры какие-то или еще что. Ходжа Салах, мы с Меджлиса собрался провести выездное заседание по моему приглашению. Я несколько коней подогнал, чтобы покататься. Он вот на него вскочил, как поводят тюрьму, он же невысокого роста стал. И достаточно такой легкий, да? Но два раза подтянул, и видно было, что конь покорился. Да? Вот в нем всегда вот, ему присуще было вот такой вот, какая-то вот в его глазах. Хотя он все время таким добрым кажется, таким вот спокойным, уравновешенным, но в нем сила чувствуется. Когда о чем-то говорит, забирает тебя полностью под свое влияние. Вот эта сила передачи информации или сила внушения у него очень развита. Мирослав Маринович вважає, що особистість Мустафи Джемілєва не оцінена в повній мірі. Джемілєв дуже недооцінений сьогодні в світі. Ми всі знаємо Махатму Ганді, але не так багато людей знає і цінує Мустафу Джемілєва. А я думаю, що це фігури одного калібру, це фігури одної відданості, одного такого етичного потенціалу. Після окупації Криму Росією в 2014 році Москва заборонила Мустафі Джемілєву в'їзд на історичну батьківщину до власного дому. Уповноважений президента України в справах кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв продовжує боротися. Завдяки зусиллям Джемілєва і його побратимів питання захисту прав кримсько-татарського народу присутнє в порядку денному світових лідерів та звучить у найавторитетніших світових організаціях – ООН, Європарламенті, ОБСЄ, ПАСЕ та інших. Разом з тим Джемілєв спрямовує свою енергію та професіоналізм на забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України, звільнення політв'язнів, наших громадян, які незаконно утримуються Росією. Людина-ворець, незламний, міжнародно визнаний моральний авторитет нашої держави. Таким знають Мустафу Джемілєва в світі. Але найближчі люди, дружина, родичі
знають його як люблячого батька, дідуся. Часу для сім'ї у Джемілєва залишається небагато, але він із величезним задоволенням проводить час з онукою Марією. Выдали туркменский город, там на чем мы так столько лет возвращались. Что вот это наши малыши там счастливо жили. Хотя не нравится. Правда, на відпочинок у Джемілєва часу немає. Сьогодні, напередодні свого 75-го дня народження, він, як і раніше, дуже енергійний і багато працює. Вот последние 4 года, естественно, в силу того, что это просто в этом очень большая необходимость, именно и его участие во многих событиях, которые происходят, мы иногда удивляемся вот его выносливости в прямом смысле, потому что за месяц сделать 3-4 из них один трансатлантический, а то и 2 перелета, это сложно для даже здоровья такого молодого, более молодого человека. Так судилося Мустафі, що він був поза рідним краєм тривалий час. Але він знає оцю формулу, він знає спосіб, як, будучи далеко від Криму, бути з ним разом і формувати його долю. Тому йому не звикати бути поза Кримом, але насправді бути душею Криму. Родина прекрасная, у нас неповторимая, единственная, но все-таки Родина, в первую очередь, это люди, твой народ. En sıcak alkışlar uğurluyor Masar. Дякуємо за ці аплодисменти. Це доказ того, що дійсно, дивлячись на такі стрічки, кожного разу пересвідчуєшся, що можна залишати людину в собі попри всі статуси, регалії. Це те, про що шлях Мустафи Ага. І ми на сцену запрошуємо двох прекрасних жінок, двох українок, які виборюють Україну кожна в своєму напрямку, на своєму фронті. Міністра освіти України пані Лілію Гриневич і першого заступника голови Верховної Ради України пані Ірину Геращенко. Ирина Ханом, Лилия Ханом, buyurunuz. Дорогі наш Мустафа Ага, дорога і прекрасна красуня пані Сафінар, для нас з пані Лілією величезна радість і честь зараз бути на вашому святі. І ви знаєте, для мене є величезна радість і честь передати вітання нашому дорогому пану Мустафі від імені Верховної Ради України. Ви знаєте, в українській політиці загалом і в парламенті, зокрема, дуже мало авторитетів. Парламент населений оптимістами, реалістами, іноді там зрадники трапляються, прагматиками, але там мало героїв. І є один беззаперечний моральний авторитет, який так високо підняв цю планку,
до яким всім нам і трибуні, і президії, і рядам, і фракціям, і групам, і кулуарам ще лізти і карабкатися, це пан Мустафа. Дорогі наші прекрасні пане Мустафа, величезна радість і честь бути з вами в одній команді, вчитися у вас, вашій мужності, вашому дійсно такому жорсткому вмінню відстоювати інтереси ваших народів, кримсько-татарського і українського, вашій силі, вашій любові до вашого народу, до вашої абсолютної красуні дружини, до Криму. І ви знаєте, звичайно, сьогодні ми бажаємо вам, щоб ваш наступний ювілей, і це не про 90, я говорю, років, а про 80 ми все-таки святкували в Криму. Щоб ви нас з Лілією пригостили найсмачнішими чебуреками. Ми навіть згодні поправитись на пару кіло, але в Криму, щоб дівчата зробили найсмачніші чебуреки. Ми знаємо, в якому ми ще боргу перед нашими братами і сестрами, кримськими татарами, що маємо тримати тему Криму завжди і всюди. І я хочу зараз звернутися до всіх колег-політиків, послухати пана Мустафу і не дарувати йому великі букети, а доєднатися до його заклику, зробити внесок для підтримки дітей кримських татар, тих, які сьогодні є політв'язнями. Я частину своєї зарплати перераховую на картку 15 тисяч гривень для того, щоб підтримати дітей кримських татар. І я закликаю всіх 420 депутатів і 20 міністрів і міністерок зробити те саме. Це буде наш найкращий подарунок нашому брату, нашому вчителю, нашому дорогому Мустафі. Пані Мустафа, я скажу вам чесно, якби зараз мене побачили на екрані 75, ми б, дівчата, думали, що ви набагато молодше. Бо ви молодий, прекрасний, і ми вас не тільки шануємо, а й любимо. Много літа, дорогі пан Мустафа. Високоповажний Мустафа Ага. 75, але коли дивишся на цей життєвий шлях, то здається, що пройдено за 2, за 3 життя. Стільки подвигу і служіння за ці 75 років. Той важкий час, який припав на вашу долю, от ви стали людиною, якої потребував кримсько-татарський народ і український народ. Ви стали тією людиною, яка змогла так посвятитися і яка далі служить кримсько-татарському народу і українському народу. Я хочу побажати вам, щоб ваше серце тішилося тим, як ростуть нові покоління і діти кримсько-татарського народу. Щоб ви змогли тішитися сонцем і вільним вітром Криму. Многих і благих вам літ. Дякуємо. Пані Лілія, до речі, напевно, що онука пана Мустафи вже буде першокласником як в новому українському просторі і школі. Напевно, завдяки цій освітній реформі, яку впроваджуєте ви і ваше міністерство. Дякуємо вам. Пані Дякую. Високоповажний пане Мустафо, одне тільки забула передати, бо так збентежилася, хотіла привітати вас. Вітання передають вам усі члени Кабінету міністрів і прем'єр-міністр. І я маю доручення про те, щоб ще раз висловити нашу величезну вдячність, захоплення. І пам'ятайте, ви завжди можете на нас розраховувати. Дякуємо. І запевнили словами від уряду України пані Лілія Гриневич, міністр освіти, від українського парламенту пані Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України. Оларға әлбеттеки осы тәшеккерлерімізді білдіріп, девам етмеге теклif етем. Енді ise санаға belli ve istidatlı yırcı. Евровидение yarışının galibi ana Meni Gamdan Azat ile Serlevalı bir yeri ile Jamal'a davet edilir.
переходимо до музикальної частини наших привітань. Зараз на сцену вийде людина, яка підкорила Євромайданчики, людина, яка перемогла і представила гідно Україну на пісенному конкурсі Євробачення, народна артистка України, відома українка і кримська татарка Джамала. Вітаємо її! Alkışlayınız. Добрий вечір всім, добрий день всім. Я вітаю від щирого серця рідного нашого Мустафа і бажаю йому довгих років життя, щоб нас завжди радували.
Джамал бүгін өзлерінен бері ve аккордеон ustası Şevket Bey Зморка. З нами разом були співачка Джамала і віртуоз акордеону Шевкет Зморка. Şimdi ise öz hayırlar sözleriyle sanaga büyük zevk ile boysunmagan Kırım Tatar Milli Meclis azalarına davet edemiz. Elbette ki en sıcak alkışlar ile. Buyurunuz. Наразі на сцену запрошуємо людей, які сьогодні виборюють незалежність і свободу Криму. Виборюють її так від голосу кримських татар. Представники Мілі-Меджлісу, органу, який сьогодні, на жаль, є забороненим в Криму і визнаним екстремістською організацією. Ріфат Чубаров, голова Меджлісу, Ахтем Чийгоз, Гаяна Єксуй, Ескендер Банієв, Гульнара Вікірова, Алі Озенбаш і дуже багато інших людей. Вони сьогодні приїхали з Криму, аби привітати Мустафа Агая з днем народження. Kurultay azaları da gelsin. Kurultay delegeleri. Делегати Kurultay. Делегати Kurultay. Ми запрошуємо на сцену делегацію Курултаю, які вчора відвідали конференцію Курултаю, яка відбувається в Києві. Будь ласка, проходьте на сцену. Всі ті, хто приїхав з Криму. Це в нас така політична імпровізація. Saygılı Mustafa Agam, çok değerli dostlarımız, şimdi çok şeyleri anlatmaya gerek. Ağamızın 75 yılının hayırlarda bazı problemler var. Birinciden lisan dili, çünkü çok misafirlerimiz Kırım Tatar dilinde anlamayacak. İkinciden çok uzatması da mümkün değil. Bu kadar kişiler şimdi sana da. Birinci meseleyi çözmek için Ukrayna diline geçeceğim. İkinci meseleni inşallah arkadaşlarımız kendileri çok uzatmazlar. Перехожу на державну мову, щоб всі зрозуміли. Дуже багато що маємо і хочемо сказати, але не будемо затягувати час. Я згадав лише один епізод. І мені здається, і людина, яку незаслуговано забула в Україні, ім'я зараз якого я скажу, вона тоді відчула, знаєте, оту суть того, що відчувається кримськими татарами. 1994 рік. Перша така урядова група, як делегація українська, приїхала на заходи жалобні, пов'язані з депортацією кримсько-татарського народу. 1994 рік. В Криму був такий вибух російського тоді сепаратизму. Ви пам'ятаєте ті часи. І величезна площа центральна, десятки тисяч кримських татар. І бере мікрофон Олександр Ємець, тодішній міністр у справах національностей України. А вони вже 2 дні ходили по всіх коридорах кримських. Вони зустрічалися з Мішковим, зі всякими іншими людьми. І Олександр Ємець бере мікрофон перед цією величезною групою десятки тисяч, близько 30 тисяч людей і каже: я вас прошу, слухайтесь лише свого лідера, бо він гідний вашої нації. Бачите, я не підсилюю мікрофоном, але той міцний голос, який зараз роздався з боку делегатів, членів Меджлісу, це голос кримсько-татарського народу, який в умовах жорсточайшої російської окупації, він там здійснює спротив неприйняття цієї окупації.
І цей наш народ Криму чекає всіх нас, Мустафага. Цей народ чекає кардинальних змін щодо майбутнього Криму у складі України. І я вірю в те, що ми все разом з нашим лідером зробимо, щоб це настало як можна найкороткі дні. Мустафага, я більше не буду говорити, я просто покажу зараз один такий подарунок, де ті книжки, які я просив, щоб мені піднесли. Так, давайте, тримайте їх тут, бо я сам вже не такий міцний. Мустафага – це спільна робота Міністерства інформаційної політики, автор Гульнара Бекірова, долучилося видавництво. І я думаю, що вам буде це приємно тримати в руках, але набагато більше це буде для нас всіх. І вона так і називається «Шлях лідера» Мустафа Джемілєв. Ми тут спробували, не ми, не я, це упорядники, спробували включити ваші такі провідні виступи. Їх дуже багато. Тут взяли декілька моментів. Але це те, що свідчить про те, що якщо б ми за ці 23 роки до окупації, ми, це велика Україна, якщо б ми хоча б половину того дотримувалися, про що говорили кримські татари, те, що ви завжди про це озвучували, я думаю, що зараз ми б сиділи б не в цьому дуже чудовому залі, але були б в нашому Криму і проводили цей захід. Але буде так, ми повернемося, це наш подарунок від всіх нас і від наших державних структур Мустафага з днем народження. Алла çok uzun ömür versin ağam. Allah hepimize sizlerle beraber, sizin ailemizle beraber, torunlarımızla beraber Kırım'da milletimizle kavuşmaya nasip etsin Allah'ımız. İnşallah öyle de olacak. Şimdi Mustafa'da bazı Kırım Tatar Milli Meclisleri, meclis azaları mutlak ayrı sözler söylemесейлер, да буквально декілька членів Меджлісу ми всі не зможемо це зробити, але попрошу Гульнару Бекірову з Новоалексіївки і потім Абмедіта Сулейманова. Мирон Шимановний Мустафа, руками дітей Вінничівського району це зробили вам. І дай Боже, це шлях додому, і дай Боже, це ластівка, де є прапор кримсько-татарський, і дай Боже, щоб ви були в Криму. Hayırlı Mustafa'ga sizi doğan günler hayırlayıp Kırım'ın bir parçasını size bağışlamaya isteyiz. Ben belirlesin, eğer siz bu resime baksanız sizin aklınıza çok şeyler gelir. Nerede sizin analarınız, babalarınız dünyaya geldi, nerede onlar olsunlar ve bütün Kırım gelir sizin aklınıza. Ayseres koyunun resmini size bağışlayın. Şimdi Мустафа ще раз від імені всіх членів Меджлісу кримсько-татарського народу, від імені делегатів Курултаю і особливо від тих, які просто не змогли подолати ці перепони і не змогли приїхати, я ще раз хочу поздоровити з днем народження від імені всього нашого народу, який уособлює собою Курултай кримсько-татарського народу і Меджліс кримсько-татарського народу. Хайрлы Аслан Ага! Мустафа! 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 Крым! Ватан! Миллет! Меджлис! Крым! Ватан! Миллет! Меджлис! Крым! Ватан! Миллет! Меджлис! Крым! Ватан! Миллет! Меджлис!
ve en kıymetli alkışlar. На цій сцені були ті, хто сьогодні відважився відкрити Київ з метою